Сегодня в Коми зарегистрировано 28 народных дружин. В них задействовано больше 350 человек. В лидерах Сыктывкар и Сосногорск. А вот сельские муниципалитеты пока только втягиваются в процесс. В том же Сысольском районе наладить работу удалось лишь в этом году. Один отряд появился в райцентре. Сейчас здесь задумались о создании добровольческих объединений и в небольших селах. Если до этого в течение 2 лет нам не удавалось никак народную дружину, работающую народную дружину сделать, то с начала этого года наши дружинники принимают уже участие во всех массовых мероприятиях. Мы разработали порядок их стимулирования. Они получают не только оплату за свою работу, но и посещение культурных, спортивных сооружений, льготные, бесплатные, либо льготные. Мы считаем, что эта практика будет иметь большой положительный опыт, послужит дополнительным стимулом для привлечения народных дружинников к этой работе. В прошлом году с помощью народных дружинников удалось выявить больше 2500 правонарушений. Правда, пока добровольцы могут помочь с наведением порядка только на земле. На водных артериях Коми все куда сложнее. За нелегальных перевозчиков вплотную взялись в региональном Минпроме. Навигация еще не набрала силу, но эксперты сомневаются, что те, кто в прошлом году возил пассажиров и груз без лицензии и страховок, этим летом выйдут из тени. Нарушения были зафиксированы на Печоре и Вычегде. Действовали как частные извозчики на небольших лодках, так и целые паромы. Существует региональная транспортная компания, которая будет заниматься легальными перевозками. И вот нелегалы, которые вклиниваются в этот процесс, они, в принципе, как раз наносят финансовый ущерб организации, которая занимается этим легально. Здесь необходимо создать совместную рабочую группу, которая сможет оперативно реагировать на тревожные сигналы. Так, именно общими усилиями в Усть-Куломском районе удалось снизить показатели подростковой преступности. Если раньше в криминальной хронике юные сельчане мелькали часто, то в прошлом году совершили лишь 5 преступлений. Понятно, что в сельских районах уровень преступности всегда был ниже, чем в городах. Но и в наших крупных центрах сегодня количество преступлений медленно, но ползет вниз. И здесь помогает система «Безопасный город». В той же Ухте установлено 186 камер, правда, работают всего 83. Так вот, чтобы исправить ситуацию на эти цели, в муниципалитете потратят больше 3 миллионов рублей. Так что от зоркого ока видеокамер вряд ли удастся убежать нерадивым ухтинцам. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сысольский район.